зовут Марк, со мной Кристина. Мы находимся в офисе партии AST200, откуда записываем сегодня пилотный так называемый выпуск нашего видеоподкаста. Темы будут обсуждаться разные, но на сегодняшний день мы выбрали буквально несколько, на наш взгляд, самых острых. Экономика в Эстонии, распределение денег, цены на квартиры в Таллине и по всей Эстонии, как это влияет на ситуацию в целом, коронавирус в стране, коронавирус на границе, тестирование детей, тестирование взрослых и, разумеется, тема 1 сентября, потому что буквально на днях наши дети отправились по школам, и мы, как родители, ждем каких-то новостей из этих школ и от наших детей. Мы будем оставлять эти материалы в социальных сетях, ждем, безусловно, ваших комментариев, на основе которых будем и в дальнейшем выбирать и новые темы, и возвращаться к старым, если будет что обсудить. Итак, с нами сегодня Кристина Калас. Кристина, здравствуйте. Начнем. Здравствуйте. Здравствуйте. У общества назрели некоторые вопросы, на которые хотелось бы сегодня получить ответы. Все крутится вокруг экономики, все крутится вокруг денег. И, наверное, первый вопрос, Кристина, который я хотел бы тебе задать. Как у нас в Эстонии происходят дела с распределением денег? Насколько я знаю, малый бизнес достаточно нуждается в этих деньгах. Деньги получают большие какие-то партийные доноры или большие предприятия. Что по этому поводу ты могла бы сказать? Ну да, экономика, я думаю, в этом осенью будет самая острая тема вообще, потому что вышла новость про то, что у нас спад экономики практически 7%, и хотя все обрадовались, что не 8%, как мы думали, что вместо этого 7%, но 7% это все-таки, по-моему, очень сильный спад. Хотя по Евросоюзу сравнительно с другими странами не так и страшно, но тем не менее. А что это для Эстонии? Но это для Эстонии 7%, это значит, что у нас снизилась прибыль, экономическая прибыль на 7%. Я сейчас не могу, к сожалению, сказать, сколько это миллиардов евро меньше производится в экономике. Но самый большой спад это как раз в сферах вот этого ресторана, туризма, где в основном работают малые бизнесы. Да, и где в основном очень много есть даже семейных бизнесов, и где больше всего работает молодежь. И вот даже если говоря про то, куда правительство выдает свои деньги, то действительно нам сейчас кажется, что, по крайней мере мне кажется, что деньги раздаются большим корпорациям, у которых есть какая-то прямая линия, номер телефона премьер-министра, который может им позвонить и сказать: Юрий Ратас, нам надо с вами встретиться, нам нужна поддержка. И на следующее заседание правительства мы слышим, как они поддерживают большой бизнес. Это Таллинк, это Порто-Франко, но на самом деле мелкие бизнесы, маленькие бизнесы действительно очень трудной ситуации. Так что мне кажется, что правительство должно принять какое-то общее решение по каким-то принципам, по каким принципам поддерживается бизнес в Эстонии, потому что сейчас это абсолютно непонятно. Предполагается, что поддерживаются большие корпорации для сохранения рабочих мест, для того, чтобы они сохранились сами как величина, но у нас же есть масса людей, которые занимаются мелким предпринимательством, есть люди, которые имеют ФИЕ, и их интересы, по-моему, никто не учитывал с самого начала. Я прав? Абсолютно, так и было. Потому что их голос более слабый, скажем так. Более слабый. Да, в обществе более слабый. И даже про этот аргумент, который правительство дает про рабочие места, мне кажется очень странным. Потому что, с одной стороны, рабочие места сокращаются очень сильно в секторе туризма, например, когда у нас на прошлой неделе, если я не ошибаюсь, представители сектора туризма сказали, что за осень может еще сократиться 15 тысяч рабочих мест. И тут мы даем, так сказать, деньги, ну, может, они должны эти деньги, конечно, вернуть, но фирмы Порто-Франко в Таллине, которая развивает недвижимость, где рабочих мест очень мало, на самом деле, очень мало, но зато очень большая прибыльность капитала, то есть люди, которые строят эту недвижимость, в будущем получат очень большую прибыль, но рабочих мест в этом бизнесе, как раз в этом бизнесе очень мало, но в туризмном бизнесе очень много. Кстати, о недвижимости. Да. Как стало известно, цены в квартире в Таллине у нас быстро подрастают, деньги у людей
денег у людей больше не становится, и получается, население беднеет, квартиры дорожают. Что происходит и что будет Да. происходить здесь? Это была новость сегодня, да, утром я прочитала, я ехала в поезде, прочитала новость, что подорожали цены на квадратные метры квартир в Таллине на 8,5%. В Таллине, не во В всей Таллине, стране. нет, в Таллине на 8,5%, по всей Эстонии на 5%, сравнительно с годом 2019. Но по сравнению с июлем месяцем в Таллине выросли цены на 6%, а по сравнению с июлем месяцем в остальной Эстонии выросли только на 1%. То есть в остальной Эстонии цены на самом деле начали стоять на месте. То есть рост снизился. Но не снизился, по крайней мере, стоит на месте. А что значит это, если мы смотрим на то, что мы знаем, что средняя зарплата у нас не повышается? Была тоже статистика, которая сказала, что средняя зарплата у нас не повысилась. И сегодня была информация про то, что, видимо, минимальную зарплату тоже замораживают на сегодняшний уровень, то есть на следующем году, хотя была договоренность, что в следующем году она поднимается снова, видимо, она не поднимется. То есть у людей зарплаты стоят на месте, но цены на недвижимость растут. И что получается, Марк? Вот смотри, что получается. Получается то, что люди, которые имеют недвижимость, им это, конечно, хорошо, потому что у них как бы капитал, который у них есть, он становится дороже. И в будущем они, может быть, могут это продать, и у них будут деньги. Значит, это пенсионеры, которые имеют свои квартиры или дома, это люди там среднего возраста, которые имеют свои дома и квартиры. А молодежь, которая живет только от зарплаты, и в основном даже не небольшой зарплаты, которая должна себе купить эту квартиру, им становится все труднее и труднее на самом деле приобретать эту квартиру. Которая как раз и приезжает сюда для того, чтобы получить образование, получить новое место работы, для того, чтобы развивать свою жизнь. И как раз именно здесь им это сделать как раз сложнее и сложнее. Абсолютно. Правильно я понимаю? Абсолютно. И с этим мы можем причем пойти видимо, Эстония движется в ту же сторону, в которой двигались все южноевропейские страны, где недвижимость росла на 3-4 раза быстрее, чем зарплаты. И результат того, что в Испании, в Италии, в Португалии, да в той же даже во Франции дети живут с родителями до 30-35 лет, потому что они просто не могут себе позволить за свою зарплату купить себе жилье. И я думаю, что это очень плохая новость для Эстонии. То есть тут правительство действительно должно не то что вторгаться, может быть, в недвижимость, но серьезно задуматься про то, что у нас на месте стоят зарплаты и будут стоять, может быть, следующие 5-6 лет еще. Возвращаясь сейчас к теме того, что замораживается минимальная зарплата, мне кажется, что у существующей сегодня коалиции, то есть у правительства, становится уже правилом хорошего тона как-то обманывать и не выполнять своих обещаний. В прошлом году кинули науку у нас, не дали денег. Сегодня примораживается зарплата. То есть это становится перспективой. Мы так и будем дальше жить? Или с этим нужно или можно что-то сделать? Ну, у правительства очень трудные времена, потому что им не хватает денег. Начнем с того, что у всех трудные времена. Да, но им не хватает денег из-за того, что они потратили все свои ресурсы, которые у них были в казне, потратили в хорошие времена. Прошлые 3-4 года очень много тратилось денег. Раздавалось людям много денег в то время, когда экономика на самом деле росла. Средняя зарплата росла, но правительство было очень щедрое и раздавало очень много денег. Теперь, когда пришел кризис, у нас оказалось пусто. Да? Надо было взять долг. Мы не Норвегия, это понятно, да. Да, у нас долг растет с огромными темпами. Государственный долг растет с огромными темпами. Тем не менее, хороших решений у правительства, куда инвестировать деньги для того, чтобы в будущем, на самом деле, эти деньги начали расти, а не просто их раздавать, план нету. И та же наука, да, эти деньги, которые сегодня берутся в долг правительством, за которые будут платиться наши дети, не мы же. Те самые, которые приезжают, не могут купить себе квартиру, вот отдавать именно, им. Вот именно, то есть у них зарплата стоит на месте. Недвижимость идет дороже. Они еще в будущем должны платить за наш долг, который мы сегодня для себя берем. То есть перспективы для следующего поколения, к сожалению, у нас в Эстонии сейчас смотрятся очень плохие. И я не вижу у правительства никаких шагов, чтобы инвестировать эти деньги, эти 5 миллиардов, которые они сейчас взяли в долг, инвестировать
в этих детей, то есть в образование, в науку, в инновации. Нет, мы сейчас раздаем эти деньги то одним недвижимости фирмы, то другой какой-то фирмы, то раздаем какому-то третьей фирмы эти деньги. Но это только сегодняшние деньги, которые сегодня можно потратить. Потратить, как мы знаем, легко, заработать да. гораздо хуже. В целом ситуация по Европе предсказуемо ухудшилась. Мы получаем сегодня, наверное, так называемую вторую вспышку коронавируса. И сейчас можно увидеть на сайте КРИСЕ, как у нас границы полыхают, все страны становятся красными. И что сейчас получается? Насколько, как читали мы в новостях, сейчас можно сделать тесты на границе для тех, кто приезжает. И можно для того, чтобы не сидеть 2 недели дома. Но почему не делают эти тесты детям? Действительно, очень интересная ситуация получается, что у нас начался школьный год. Дети должны были 1 сентября выйти в школу, но оказалось, что много детей, в том числе мои дети, должны были остаться дома. Сидеть дома, потому что им не позволено выходить в школу. Они приехали из Польши, от бабушки и дедушки. Польша страна красная сейчас. Так что как мы сидим дома. Да, мы сидим дома. Мы с мужем тест сделали. Тест был негативный. Тем не менее, дети в школу идти не могут. Я до конца совсем это не понимаю, потому что... Где логика? Да, я до конца этого не понимаю, потому что если мне можно выйти на работу, потому что я сделала тест, и у меня тест негативный, я, тем не менее, не могу выйти на работу, потому что я должна сидеть дома с детьми, потому что они не могут выйти в школу. То есть мой тест, и это возможно для меня, становится пустотой, потому что я реально не могу выйти на работу. Сдав тест, ты ничего не приобретаешь. Ни свободного времени, ни... Ну, не обретаю, потому что у меня дети, которые должны сидеть дома. Еще один момент интересный с этим тестом, что все, которые приехали в Эстонию до 1 сентября, скажем, вернулись с отпуска там, 30 августа, 31 августа, им тест не полагается. 31 августа в 23:50. Да, 31 августа 23:50 ты приехал, тебе тест не делается. Приехал бы на 10 минут позднее, ты мог бы сделать тест на границе. И у меня есть подруга, которая мне позвонила, была вся в такой истерике, что она приехала 30 августа из Турции с дочкой с отпуска, и врач ей не выслал ее на тест, то есть отказывается возможности ей сделать тест. Она работает уборщицей в гостинице, и она говорит, я не могу себе позволить сидеть 2 недели дома. Турция, насколько мы все знаем, она запускает как раз в туристическую зону людей из России, где не самая благоприятная ситуация, и, получается, страдают еще и европейцы. Ну вот она должна сидеть теперь 2 недели дома, ей не дают делать тест, но она не может себе финансово позволить сидеть дома. Ну, работодатель ей скажет, ну извините, тебе надо на работу выходить. Как ты можешь 2 недели сидеть дома? Или иди делай платный тест за свои деньги, получается. Да, или иди делай платный тест за свои деньги. И что теперь получается? Что на самом деле, к чему это приведет? Это приведет к тому, что она выйдет все равно на работу, потому что ей надо выйти. Но она выйдет без теста, то есть она намного больше риск, чем она была бы тогда, когда ей бы дали возможность этот тест сделать. А по правилам все у нас хорошо получается. По правилам, то есть она может приехала выйти... не 1 сентября. Понимаете, ситуация какая? То есть правительство вместо того, чтобы всем, которые приехали из-за границы и должны выйти на работу, всем позволить сделать тест, независимо в какой месяц и в какой час они приехали, вместо этого мы играем какой-то там игру 31 августа 23:59 ты не делаешь тест, а 1 сентября 00:00 ты делаешь тест. Ну, всем понятно, что тест – это тоже деньги. Это, может быть, часть тех денег, которые раздается, можно было бы перенаправить как раз на диагностику населения. Нас не так много. Население Эстонии – это примерно как 1 микрорайон в каком-нибудь мегаполисе. То есть охватить всю Эстонию, мне кажется, было бы, может быть, как-то логичнее. Как ты думаешь? Ну, мне кажется, что вот такое массовое тестирование всех, которые приезжают из-за границы, это просто должно быть. Потому что эти расходы, если их потом пересчитать на те расходы, если у нас будет распространяться вирус, потому что людей не высылали на тесты, и они просто вышли на работу, потому что у них нету никакой другой возможности. Прямо сейчас Ядовирума 2 шахты, 600 человек, все закрыто. Да. Экономика страдает. Ну, Не самый позитивный регион.
и тем не менее мы Вот именно. получаем то, что получаем. Всех тестировать, абсолютно всех, и детей, и взрослых, которые приезжают из-за границы. Абсолютно всех тестировать, а не играть в эту игру, кто может, кто не может. Кстати, о детях. 1 сентября мы начинаем новый учебный год. Насколько мне известно, у нас школы подошли к вопросу достаточно просто. То есть у нас 100% заполняемость. В школы, я сам родитель, у нас у всех, у большинства из нас, взрослых людей, есть дети. Родители в школы не запускают, детей запускают. Сейчас мы не говорим уже ни о каких тестах, но у нас есть еще соседи. Литва и Латвия. И там обстановка, насколько я знаю, несколько иная. То есть у латышей или у литовцев, по-моему, есть несколько программ. То есть, по-моему, 3. У нас есть, по-моему, только план «Б», если я правильно помню слова Майлис Репс. Это переход на дистанционное обучение. Соответственно, у наших соседей у них что-то лучше. Угу. Да, я тоже прочитала эту статью. Была интересная статья сравнительная, где у нас действительно только один план. Если ребенок заражен, тогда просто закрываем класс. И всех высылаем по домам. Весь класс и дистанционное обучение снова. Да, весь класс и дистанционное обучение снова. Никаких других планов на самом деле не подано. И школы должны сами, как сказать, они должны сами делать себе разные планы, переделывать учебные процессы. И я, например, знаю в Эстонии школы, которые переделали учебный процесс так, что они один день в неделю, каждый класс работает дистанционно для того, чтобы в школе не было одновременно слишком много детей. Да? То есть, скажем, в понедельник у нас дистанционно учатся 1 и 2 классы. В среду у нас 3, 4, 5 классы дистанционно. Потом у нас 6, 7, 8, 9 классы. Но это на усмотрение гимназии. Да? Ну, эта школа сама так определила, чтобы детей было в школе меньше. Да? Один день в неделю каждый класс учится дистанционно. Другие школы, может быть, делают какие-то, разделяют классы наполовину, но это значит, что надо намного больше иметь места в школе, пространства, и не всем, особенно городским школам, это возможно, потому что и так тесно. Но в Латвии, как я поняла, министерство действительно выдало такие конкретные проекты, сказать, можно делать так, вариант А, вариант Б, вариант С, и школы могли бы, независимо от где школа находится, сколько там учеников, какое у школы здание, варианты вот такие. В зависимости от каких-то данных уже выбирать какие-то вариации. Да. Хорошо, это у нас и у латышей. Зарплата учителей и нехватка персонала. Ну, это одинаковая проблема, по-моему, у всех. У всех не хватает учителей. Не хватает, не самая популярная профессия. Это тоже можно отнести к проблемам образования. То есть у нас учитель не популярен. То есть сама профессия не популярна, она плохо оплачивается, очень много работы. В условиях кризиса сейчас, в условиях пандемии, нагрузка выросла колоссально. И мне кажется, это тоже один из секторов, куда имело бы смысл, наверное, куда-то перенаправить деньги. Есть ну, абсолютно, абсолютно. Если говорить про вот это 5 миллиардов, которые государство взяло в долг, то сфера образования просто кричит за этими деньгами. Да? У нас нехватка учителей. Хотя зарплата не так уж плохая, если посмотреть по средней в Эстонии, они получают 1300, если я не ошибаюсь. Да? В Латвии я очень удивилась, зарплата учителей 700 евро. Но это действительно просто позорно мало. В Литве 1600. Причем в этот год, как раз начиная с этого учебного года, зарплата учителей в Литве повысилась на 400 евро. Сразу скок такой был огромный, большой. Достаточно прилично. Да, тем более, действительно, если такой кризис у учителей, нагрузка огромная сейчас. Колоссальная, да. Огромная. И добавку, 400 евро учителям, я думаю, что это даже очень прилично. У нас еще что не хватает, что показала весна. Этот опыт весны. Нам не хватает школьных психологов, потому что они должны поддерживать учителей, родителей, учеников в вот таких кризисных ситуациях, когда люди в такой необычной реалии, и они не справляются с этими реалиями. Многие столкнулись с абсолютно конкретной нехваткой времени. Человек уходит на работу, ребенок учится дома, ты возвращаешься с работы и вынужден еще тратить какое-то время на уроки с ребенком. Не все дети могут учиться самостоятельно, это понятно, особенно малыши. Безусловно, вопрос коммуникации стоит крайне остро. Вопрос помощи родителям стоит, безусловно, тоже остро. И что у нашего Министерства образования по этому поводу
есть на этот год, Ну, на осень? Я много не слышала, на самом деле. Я практически ничего не слышала, но я хотела бы обратить внимание на нехватку школьных психологов. У нас в Эстонии сейчас работает 400 школьных психологов. На всю Эстонию? На всю Эстонию нам нужно еще 400. Нехватка незаполненных мест в школах – это 400 психологов, школьных психологов. Они очень нужны в такие кризисные ситуации, когда надо помогать ребенку, например, как справляться с одиночеством, потому что ребенок сидит по неделям дома и работает один, но это очень трудно ребенку психологически. Там должен быть другой человек, с которым он мог бы связаться и которым ему бы помог психологически с этой ситуацией справиться, например. Или учителя, как справиться с нагрузкой, со стрессом. Это все-таки помощь психологов в том числе. И у нас нехватка этих специалистов. Мы посчитали, например, в партии, что для того, чтобы заполнить эти 400 мест психологов, правительство должно выдать где-то примерно 300 тысяч евро в год. Всего? Всего лишь пока на сейчас. На фоне 5 миллиардов 300 тысяч, это же песчинка, мне кажется. Это песчинка, но почему-то сфера образования у нас в правительстве не приоритетна. Абсолютно не приоритетно. Что образование, что высшее образование, что наука. Но абсолютно не приоритетно. Никто не занимается, мне кажется, этой сферой. И моя критика нынешнему правительству больше всего как раз из-за вот этого. Школы сейчас каждая карабкается сам как может, да, в этой новой ситуации. То есть на фоне муниципалитета, на фоне какого-то школьного собрания все решается, и выживаем, получается, каждый за себя? Так и есть, каждый за себя. Каждый за себя. У нас нету, например, общей дигитальной платформы, учебной платформы, да, где бы был такой контент, учебный контент, который все школы могли бы использовать. Есть какие-то варианты там ОПИК, но у нас нету платформы для самой учебы, как университеты. Например, в университетах есть система Moodle. То есть есть платформа, где мы раздаем свои курсы, где мы физически есть у нас материалы, тесты, экзамены, абсолютно все происходит в этой системе. Но сама система образования университетов, она заточена, по-моему, как раз вот под людей, которые сами и получают. Они приходят учиться, они получают сами образование, сами получают эти знания. Малышам, подросткам им надо их давать. Это правильно. Да. То есть, но должна быть получается, какая-то в нашем система. цифровом государстве, я поправлю, в нашем цифровом вот этом прекрасном государстве, где мы считаемся практически впереди планеты всей, ну хотя бы на уровне Европы, старушки, у нас, получается, такой платформы нету, и никаких работ сейчас, получается, по ее развитию не ведется. Да, я прочитала в этой статье, когда канцлер Министерства образования Март Лайдмец сказал, что у нас никаких планов разработать такую дигитальную платформу сейчас нету. Я это очень, к сожалению, прочитала, потому что я считаю, что это неумно и неразумно. Каждая школа теперь сейчас будет развивать свою учебную систему дистанционную. И в чем же это хорошо? Какая же неразбериха может получиться? Кто пользуется там Google Classroom? Причем очень интересно тут заметить, что Google, то есть если мы используем все эти возможности дистанционного обучения через Google, то мы отдаем все свои данные, всю свою информацию наших учеников и детей и учителей школ американцам. Ну, на сервера Америки, да, конечно. То есть это еще одна проблема, про которую мы не говорим, но для меня это серьезная проблема. Потому что университеты, которые, я, может быть, лучше знаю учебную систему, у них свои сервера, в этих серверах стоят их учебные платформы, Moodle, где они делают свои курсы. То есть университет контролирует свои сервера и свои данные, своих учителей, преподавателей, студентов. А в школах мы всех свои 300 тысяч наших детей и учителей просто раздаем по американцам все свои данные. И причем же проблема могла бы решиться, мне кажется, так. То есть не обязательно каждой школе иметь свою серверную комнату, достаточно просто школу объединить в единый сервер по всей Эстонии, и проблема была бы решена, получается так? Да, у нас есть же негосударственная организация, которая принадлежит, по-моему, Министерству даже образования, которая занимается школьными серверами и данными. То есть она сейчас просто, единственное, чем она сейчас занимается, она подает интернет в школам и ставит какие-то серверы в школу. Но они маленькие. Мощностей не хватает. Там надо просто расширить эту деятельность по масштабам этой организации. Я сейчас очень не помню, как она по-русски, по-эстонски называется ENET, Eesti Hariduse Infovõrk, что-то такое. То есть расширить действие этой организации и разработать дигитальную платформу контента для учебы.
учебники и учебные процессы от 1 до 12 класса в этой системе. Причем тогда получается, что самые лучшие учителя разрабатывают, например, скажем, там, математику 6 класса, и хоть ты ученик в Нарве, или ты ученик в ИРУ, или ты ученик в Ряпино, ты заходишь на эту систему, и ты можешь учиться вместе с самыми лучшими учителями в Эстонии. То есть не обязательно каждой школе делать свои уроки 6 класса математики. Да? Безусловно. Да, если мы это делаем дистанционно, тогда почему надо разделять это каждой школе То есть, по-самому? получается, у нас, несмотря на то, что министр образования еще весной, где-то, наверное, может быть, в середине апреля или в начале мая, она говорила, что мы готовим план «Б» на осень. Получается, плана «Б» у нас как такового нету. План «Б» – это у нас просто переход на дистанционное обучение в том виде, в котором оно было весной. Абсолютно. Так и есть. К сожалению, так и есть. То есть план «Б» – это то, что если кто-то заражается в классе, то мы закрываем на карантин весь класс и переходим на какую-то дистанционную учебу. Каждая школа должна сама решить, каждый учитель должен сам решить, как он это дистанционно будет проводить. И я считаю, что это трата времени, это то, что дает очень большой стресс всем школам, потому что это же очень много времени займет, чтобы разработать эту систему снова. Вместо того, чтобы все государственное министерство взялось бы за этот проект и сделало на самом деле электронное обучение. Не то, что просто мы говорим про это. А у нас было 3 месяца для того, Абсолютно. чтобы засучить рукава и что-то сделать на сентябрь, на октябрь, на ноябрь. И сейчас, получается, мы опять находимся в режиме цейтнота. У нас наступает учебный год. Мы вынуждены сейчас к учителям вернуться практически в классы второгодников, которых не было в школе 5 месяцев. Начиная апрель, май и 3 летних месяца. Никто из них не учился. Сейчас они вынуждены повторять, они вынуждены подходить снова к системе, к своим учебникам и осваивать новый материал, который, в общем-то, их подгоняет. И это все, что у нас есть, получается, на сегодня. Да, это все, что у нас есть. Плюс еще, когда, не дай бог, что-то в этом классе с короной случится, мы опять катимся обратно в эту стресс весны, где учитель начинает выдумывать, как я теперь буду переделывать свой учебный процесс, потому что я должна весь класс выслать на карантин. Уже не за горами октябрь, осенние каникулы. Абсолютно. Кто-то снова куда-то, возможно, уедет, и мы будем иметь те же самые проблемы, которые есть у нас после лета. Ну что ж, на самом деле, мне кажется, не самые радужные перспективы у нас на осень, если так рассуждать. И мне кажется, на сегодня самое острое мы обсудили. И, наверное, в следующий раз мы встретимся через неделю или как только у нас появятся самые свежие острые новости. С вами был Марк и Кристина.